На неделе на процессе в Свердловском райсуде по коррупции при модернизации ТЭЦ гособвинение потребовало для Сапара Исакова 15, для Айбека Халиева 17, а для Джантуля Сатыбалдиева 11 с небольшим лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокурор Умит Конкубаева сообщила подробности, как кыргызская сторона выбирала для модернизации компанию TBA. 7 июня 2013 года Исаков, бывший тогда заведующим отделом внешней политики аппарата президента, провел у себя совещание, на котором поручил МИДу и Министерству энергетики организовать переговоры и консультации с послом Китая. На совещании были попытки высказать пожелания рассмотреть предложения и других компаний, но Сапар Исаков их сразу все пресек. Уже через 3 дня, 10 июня 2013 года, замминистра иностранных дел Самаргуль Адамкулова и замминистра энергетики и промышленности Айбек Калиев встретились с послом Китая и советником посольства по торгово-экономическим вопросам и попросили в кратчайшие сроки направить от Китая официальную ноту с рекомендацией той или иной компании как исполнителя проекта. Уже на другой день нужная для Исакова и Атамбаева бумага была получена. Однако, как сообщила Конкубаева, по законодательству Кыргызстана выбор подрядчика является исключительной прерогативой заказчика, и никаких рекомендаций от госорганов, а тем более от иностранных государств, для этого не требуется. С кыргызскими же органами Сапар Исаков не церемонился, просто давал жесткие поручения. Когда был вопрос со СМЕКом, они обсуждали электрические станции, тогда никаких поручений не было. А впоследствии, когда уже появилась компания TBA, то Минтопэнерго пишет письмо заведующему отделу Сапару Исакову, а он к нему прикладывает свое поручение. Прошу рассмотреть весьма срочно, есть такой ярлык, в течение 3 дней.